Закончился длительный спор с Россией. Наконец-то Таджикистан решился. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Парламент Таджикистана одобрил важное соглашение с Россией о реадмиссии, об обязательстве Таджикистана принимать обратно мигрантов в случае нарушения с их стороны российских законов, спор по которому между сторонами длился уже много лет. Правительство 26 июня передало на ратификацию в парламент соглашение о реадмиссии и порядке его реализации, а народные избранники, судя по всему, одобрили его перед уходом на летние каникулы 30 июня. В постановлении правительства, копия которого попала в распоряжение 12 августа, депутатам рекомендовано одобрить соглашение, подписанное Россией в 2021 году и Таджикистаном в феврале 2022 года. Документ в первую очередь касается сотен тысяч таджикских мигрантов, которые живут и работают в России. Реадмиссия – это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, а также в некоторых случаях иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства, в частности из России. Душанбе и Москва обсуждали этот проект двустороннего соглашения уже на протяжении нескольких лет, а официальный Душанбе затягивал затем с его подписанием и ратификацией. Таджикские власти заявляли, что условия данного соглашения не отвечают интересам Таджикистана ни с финансовой точки зрения, ни в правовом плане. Если соглашение будет подписано, правительство Республики Таджикистан обязуется брать на себя расходы по депортации тысяч таджикских мигрантов, высланных из России за нарушение правил пребывания в этой стране. Анвар Бабоев, первый заместитель главы Государственного агентства занятости и миграции Таджикистана, заявил в 2011 году, поскольку выполнение условий данного соглашения предусматривает большие финансовые затраты, Таджикистан не готов к его реализации. В первоначальном проекте соглашения о реадмиссии с Таджикистаном, который в 2016 году был предложен Россией, правительству Республики Таджикистан предполагалось, что расходы по высылке мигрантов из страны должны оплачиваться либо самими мигрантами, либо третьими лицами. В настоящее время, в случае, если суд выносит постановление о депортации таджикского мигранта, он должен самостоятельно оплатить билет на самолет или поезд, а если у него нет такой возможности, то либо его знакомые скидываются деньгами, либо пользователи объявляют сбор для отправки его на родину. Бывают и такие случаи, когда у мигранта, подлежащего депортации, нет ни рубля, и он месяцами ждет в спецприемнике, когда кто-нибудь возьмет на себя расходы по покупке авиабилетов в Таджикистан. На данный момент неизвестно, кто возьмет на себя расходы по депортации нелегальных мигрантов. В ходе предыдущих дебатов между Таджикистаном и Россией эксперты делились информацией о том, что Москва настаивала, чтобы правительство Республики Таджикистан взяло на себя расходы за депортацию мигрантов, прибывших из Таджикистана нелегально. Соглашение о реадмиссии ратифицируется таджикскими депутатами в то время, когда из России доносится все больше и больше новостей о задержании сотен выходцев из Таджикистана и других стран Центральной Азии. Российские власти недавно объявили, что в ходе операции «Нелегал-2023», которая завершилась за день до представления соглашения в таджикский парламент, то есть 25 июня, с территории России было выдворено 7 тысяч мигрантов, в числе которых были и граждане Таджикистана. Против нескольких тысяч других мигрантов возбуждены уголовные дела и административные дела. Россия является основной страной для трудовой миграции из Таджикистана, и по неофициальной статистике там живут и работают более 1 миллиона таджикских мигрантов. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, возьмет ли Таджикистан на себя эти финансовые обязанности? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.